Тюрко-татарская Россия. Вот. Мы сейчас вот сегодня должны обсудить примерную концепцию этого движения, может какие-то организационные вопросы решить, да, и продолжить дальше нашу работу. У нас открыта, значит, по части нашего движения группа в Фейсбуке. По названию, у кого сразу возникают вопросы, сразу отвечу. Вот, что тюрка, понятно, да, а татарская, потому что на картах европейских до 19 века наша территория обозначалась как Тартария, Великая Татария. По-английски Тартария, читается как Татария. Вот. Мы так уже вошли в европейские языки. Вот. И термин тюрко-татарский – это научный термин, он существует в научной литературе. Так? Made in China пишется, да, везде товара. Сделано в Китае. Мы ее читаем мади. Вот Тартария слово Т-А-Р, второй Р не читается по-английски. Поэтому он просто Татария. Мы просто, вот не зная правила английского языка, мы ее читаем Тартария. Ну это я сказал. Это просто Великая Татария. То есть Запад нас назвал или варварами, или татарами. Иногда даже российское руководство, они чуть-чуть варварство, иногда читают западную прессу, читают, что вот мы варвары, опять давим на Европу и так далее, так далее. Они и русских татарами знают, варваров знают, и татаров знают, и так далее, так далее. То есть по поводу Великой Татарии, это просто была Великая Татария. Да. Если посмотреть карты с 11 века до 19 века, до 18 века, до начала, Россию они назвали просто Татария, Великая Татария. Может быть, просто назовем татарский. Я готов быть татарином, потому что наших народов назвали татарами, кавказскими татарами. Я когда Сабантуй выступил коломенским, я сказал: привет вам огромный привет от кавказских татар из Азербайджана, то есть нас. Я однажды одному узбекски помогал, потом дядя появился, она говорит: по-моему, это Актай Рамазанович, его, наверное, жена узбек или что-то, мне так помогал. Перешел, я говорю: я всем студентам так помогаю, тем более вы иначе туркоязычные, я всем помогаю, я говорю. Нет, спроси. Она сказала, ребенок, папу, у нее не жена узбекская, почему она теплые ко мне отношения, понимаете? То есть я готов из тюркских народов себе назвать узбеком, киргизом, казахом, чувашем. Мне не стыдно будет себе назвать здесь татарами и под татарским флагом работать в России. Что касается названия, я тоже солидарен с Светланой Ханом, что тюркско-татарское, это, понимаете, это тут мы вначале уже разделяем вот это тюркских народов. Мы так вот в течение веков растворились из-за того, что нас назвали под разными названиями. Азербайджанцы, татары, башкиры, там мы Началось с татар. Сейчас, подождите, я что? И вот это, Да. Я тут никакого ущемления тюрков не вижу. Но это как-то расплывчато вот так вот как бы звучит и как бы как-то вот разделяет. Поэтому я тоже сторонник того, чтобы это назвать тюркская Россия, да? И тогда недовольства там ни от какого, скажем, этнической группы не будет. И все будут считать себя под одной крышей. Может быть, вы больше нас знаете, лучше нас знаете. Может быть, если вы решили так, мне кажется, надо все это согласовать со специалистами. Потому что вот Октябрь говорит, я готов, чтобы меня назвали турком и татаром. Монголом нет, вот татарам. Светлана Ханым говорит, я не согласна. Да. И наверняка она не одна так думает. Да. Вообще, не знаю, наверное, все-таки ничего против татаров не имею. Мы же никто против не будет, никто, никакой представитель других народов, чтобы его назвали турком. Согласна? Я так думаю. Вот поэтому давайте все, что хотят, это сделать. Я не говорю, что все так думают, пускай выскажут все. Пожалуйста. Это у нас в тюркском мире было многократно, да? Когда создавались большие
союзе племен, и они каким-то образом назывались. Начиная, допустим, начиная от скифов в обозримом, да, пространстве истории, продолжая потом хунны, гунны, хазары, там тюркюты, хазары, потом Золотая Орда. Вот Золотая Орда — это самое последнее наше крупное государственное образование в тюркском мире, у тюрков. Но и называлось это, назвали европоцентричные историки, там, и там, естественно, российские, русские, там, советские, назвали это татаро-монгольская Иго, да? Да, обозвали. И считали, что это жестокий, коварный, там, безмозглый народ, короче, который вот шел, как саранча, все на своем пути, короче, съедал, сжигал, короче, и дальше шел, и разрушал. Хотя на самом деле это было не так, да? На самом деле мы знаем, что Чингисхан шел впереди Чингисхана всегда шла торговля. Невозможно было построить государство, если бы это государство не несло достаток. Люди понимали, что в этом государстве они будут зарабатывать, будут получать достаток, будут достаток получать, поэтому готовы были сотрудничать с большой глобальным вот этим проектом Чингисхана Ордой. Но чтоб между собой не воевали тюркские народы, а их было много племен, да? И найманы, и канглы, и там телеуты, и телегиты, и там кипчаки, ну много их там перечислить, десятки. И вот каким названием назвать эти народы? Чингисхан сделал очень оригинальный выбор. Он просто всех назвал монголами. Не всех назвал, он сказал монголы. Его спросили, кто может быть монголом? Он сказал, монголом может быть каждый. А что нужно сделать для того, чтобы монголом? Он сказал, нужно быть монголом. А что это значит? Нужно соблюдать 64 закона Ясы, этика золотая ордынская, считать себя монголом и поступать соответственно тому, как монгол должен поступать, да? То есть это элита. Естественно, все, кто хотел и умел соответствовать этой мерке, этой рамке, стали себя называть монголами добровольно. Все достойные люди из тюрков, да? Но все причем знали свою племенную принадлежность. Сейчас все знали племенную принадлежность. У меня несколько проектов, все называются тюркскими. То есть концепция такая, все тюркские. Вот Тюркстайл, это маркетплейс и площадка для дизайнеров, ремесленников и так далее. Вот тюркский мир я назвал. Это хантингри, скифская культура, алтайский и так далее. Вот единый тюркский мир. Я так назвал. Я нарисовал. Я думаю, что должно быть одно название. Российские тюрки, допустим, или тюркское там. Союз, вот это вот немножко пугающее вот это название не должно быть. Вот я назвал Алтын Тамга. Вот не привязывается. Хотя ассоциация тюркских предпринимателей, вот так называется.